Вы смотрите новости, в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Коротко о главных темах этого выпуска. С рабочим визитом министр природных ресурсов России Александр Козлов в Якутске провел совещание по подготовке к пожароопасному периоду в регионе. Культ «Просвет Республики». Сегодня Якутский колледж культуры и искусств отмечает 85-летний юбилей. Интрига, которая начинается с заголовка. Расскажем о специальном показе фильма «Ит» в Москве. Министр природных ресурсов России Александр Козлов прибыл в Якутск. Глава ведомства провел совещание по подготовке к пожароопасному периоду в регионе. В этом году финансирование на эти цели увеличили в 5 раз. Уже сейчас обозначают меры по обеспечению пожарной безопасности. Кроме того, Андрей Козлов рассмотрит вопрос строительства берегоукрепления и инженерной защиты населенных пунктов Якутии от паводков. С участием министра состоится и совещание по реализации в республике национального проекта «Геология». Ключевые те вопросы, о которых мы здесь будем говорить, это вопросы, связанные с тем, что наше министерство финансирует и готово оказывать помощь в реализации этих больших и сложных проектов. Ряд совещаний, точнее, которые сегодня в течение дня будут проведены, мы тоже оцениваем как знак внимания к широкому спектру актуальных для нас вопросов. Будут обсуждены вопросы его подготовки к пожароопасному сезону, вопросы строительства объектов инженерной защиты от негативного воздействия вод, вопросы ликвидации объектов накопленного вреда и реализация федерального проекта «Геология». Полной ясности, как быстро в России будет распространяться новый штамм коронавируса омикрон, пока нет, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Но в правительстве уже насторожены ростом в отдельных регионах числа госпитализаций больных в среднетяжелом и тяжелом состоянии. Регионы получат еще 5 миллиардов рублей на лекарства для пациентов с коронавирусной инфекцией. В период подъема заболеваемости власти также вынуждены вернуть дома-интернаты в закрытый режим со сменным двухнедельным режимом работы персонала. Я обращаюсь сейчас к главам субъектов Российской Федерации и к вам, Дмитрий Николаевич. Необходимо наладить ежедневный мониторинг по дозвонам в колл-центры по 122 в каждом регионе. Если губернаторы возьмут это, руководители субъектов Российской Федерации, на личный контроль, то, поверьте, ситуация сразу исправится. Здесь одна часть техническая, инфраструктура, все это будет сделано. Но именно дозвон и качественно работающий персонал, то есть люди, которые будут на той стороне, это очень важный элемент. Поэтому, Дмитрий Николаевич, организуйте, пожалуйста, совместно с Минздравом ежедневный мониторинг именно по времени дозвона и докладывайте мне тоже лично. Ситуация в стране непростая и, конечно, все центры должны работать без сбоев. Эпидобстановка в республике продолжает шокировать. На 19 января в Якутии выявлено 448 новых случаев коронавирусной инфекции. Так, в столице региона зафиксировано 380 случаев заболевания ковидом, в Мегино-Кангаласском районе 14 случаев. Еще в 12 районах республики выявлено от 1 до 9 случаев заболевания COVID-19. 18 января около 16 часов неустановленный грузовой автомобиль совершил наезд на теплотрассу возле поселка Серебряный Бор. В связи с этим подача отопления и горячей воды в населенный пункт, где живут более 2500 человек, была прекращена. Около 9 часов вечера этого же дня аварийно-восстановительные работы были завершены. Началась подача теплоносителя в систему. Одновременно с порывом теплотрассы грузовик повредил и кабель волоконно-оптической линии связи, из-за чего произошел временный сбой доступа в интернет для пользователей Нерюнгринского района. Прокуратура города Нерюнгри организовала проверку по факту аварийного отключения теплоснабжения в Серебряном Бору. В настоящее время личность водителя грузовика установлена, им оказался местный житель. По обстоятельствам и причинам наезда ведутся следственные действия. С 1 сентября в Якутске планируют запустить единую теплоснабжающую организацию. В предприятие войдут Якутскэнерго и Теплоэнергия. Новая система позволит закрыть ряд ветхих котельных, что позволит повысить надежность подачи тепла и уменьшит его потери. Как скажется слияние компаний в единую организацию и отразится ли это на нас, конечных потребителях? Мадина Халикова расскажет подробнее. Аварии на теплосетях, бесконечный ремонт обветшалых коммуникаций – эти проблемы давно волнуют якутян, но вскоре о них можно будет не беспокоиться. В столице республики идет подготовка к созданию единой теплоснабжающей организации. В нее войдут самые крупные поставщики – это Якутскэнерго и Теплоэнергия. Но остается главный вопрос – как отразится это на кошельке для потребителей.
Создание единой теплоснабжающей организации на тарифы для населения не изменится никаким образом, потому что у нас проводится социальная политика для населения и устанавливается так называемый льготный тариф. Поэтому те затраты, которые включаются в экономически обоснованные расходы, они будут оставаться в этих затратах, а льготная плата будет платиться населением. Сегодня наш город обслуживает 47 предприятий. Под их управлением 108 источников тепловой энергии, в числе которых 74 котельных. Наиболее эффективные Якутская ГРЭС и Якутская ГРЭС-2. Но загрузка последней сейчас около 50%. Для рационального использования этого источника и переключения части потребителей теплоэнергии на ГРЭС-2, а также улучшение экологической ситуации в городе и будет создано предприятие. Создание ЕТСП, так называемого, единого теплоснабжающего предприятия, всецело направлено на то, чтобы оптимизировать те, так скажем, нерентабельные котельные, которые технически и морально устарели, дозагрузить Якутскую ГРЭС-2, ну и, соответственно, обеспечить тарифное регулирование таким образом, чтобы потребители в некоторой части города даже уменьшили, в некоторой части города, чтобы ощутили уменьшение тарифа, ну и, самое главное – это увеличение надежности теплоснабжения потребителей города Якутска. По прогнозам специалистов, начать работу единое теплоснабжающее предприятие сможет уже с нового отопительного сезона, то есть с 1 сентября. Мадина Халикова, Семен Семенов, Якутск. Граждане, которые занимаются спортом и фитнесом, начиная с этого года, могут вернуть часть своих расходов с помощью нового налогового вычета. Сумма затрат, с которых можно получить спортивный вычет, не может превышать 120 тысяч рублей за год. Граждане вправе получить вычет в размере 13%. Также теперь можно вернуть часть затрат на занятия спортом детей до 18 лет. Для получения вычета необходимо иметь копии договоров о спортивно-оздоровительных услугах, кассовые чеки. Помимо этого, требуется, чтобы организация или индивидуальный предприниматель, предоставляющий спортивно-оздоровительные услуги, были включены в специальный перечень. Сейчас в него вошли более 3800 учреждений. Декларация подается после окончания года, то есть в этом году собираете документы, и в следующем 2023 году можно будет подать декларацию 3 НДФЛ. К документу прилагаются платежные документы и договора на получение платных услуг. Если ребенок проходил, получал услуги, занимался физкультурой, то, соответственно, к документу прилагается свидетельство о рождении ребенка. В Якутске начались традиционные отчеты окружной администрации перед населением. В связи со сложной эпидобстановкой встречи в округах проводятся в онлайн-формате. В зал допускается ограниченное количество людей, имеющих сертификат о вакцинации. Накануне глава города отчитался перед жителями промышленного округа. Жители активно задавали вопросы и высказывали свои пожелания главе по ремонту дорог, благоустройству дворовых территорий и уличного освещения. В свою очередь Евгений Григорьев отметил, что в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2022 году отремонтируют несколько участков дорог в данном округе. Жители округа оценили проделанную работу за прошедший год на отлично. Большая работа проведена, очень много перемен. Плюс, что строятся площадки, ремонт даже школы. И даже открыт вот этот маленький центр-выручалка, вы не поверите, сколько людей приходит в день. Мы не успеваем заполнять полки. И люди идут, люди довольны, и люди удивлены, что что-то меняется в хорошую сторону. 19 января Якутский колледж культуры и искусств имени Аграфены Дмитриевны Макаровой отмечает 85 лет со дня своего основания. Это старейшее учебное заведение культуры в республике. История колледжа ведет свое начало с 1937 года, когда был подписан указ Народного комиссариата просвещения якутской автономии о реорганизации 8-месячной областной советско-партийной школы в якутскую двухгодичную школу культпросвет работников. В настоящее время Якутский колледж культуры и искусств является главной кузницей кадров культуры для районов республики. Выпускники работают как в Якутии, так и в ряде регионов за ее пределами. У нас есть основные 7 направлений. Это хореографическое творчество, театральное творчество, этнохудожественное творчество, хоровое дирижирование, социальная и культурная деятельность. И последние годы мы набираем молодежь на специализацию фото-видео творчества и музыкальное звуковое мастерство. И со следующего года у нас еще добавится после долгого перерыва музыкальное искусство эстрады.
Специальный показ победителя 37-го Варшавского международного кинофестиваля фильма «Ит» якутских режиссеров Степана Бурнашова и Дмитрия Давыдова состоялся в Москве. В кинотеатре «Пионер» собрались настоящие ценители якутского кинематографа. Показ стартовал с короткого предисловия автора. Необычный заголовок фильма заинтриговал зрителей прежде всего. Подробности у Айсены Бурнашовой. Переводится как «стреляй» и как «собака». И еще это перевернутое слово «ты». Из этого вот, узнав все эти три значения, надеюсь, после просмотра у вас будет свое мнение по названию фильма. Под амонимичным названием «7 деревенских историй» о добрых и злых соседях. В одной мальчик с ружьем, в другой семейный конфликт, в третьей новелле замешаны деньги. Казалось бы, разные истории и совершенно разные герои, но всем им предстоит сделать нелегкий выбор. Одна история только основана на реальной истории, это история моего отца. А все остальные – это какие-то собирательные образы, которые с годами у нас скопились в головах, и вот они вылились в эти истории. Но они не основаны на конкретных реальных событиях. На сценарии режиссеры потратили 3 дня, на съемки 2 недели. Постпродакшн занял почти год. Кстати, ленту снимали во время локдауна для души, поэтому и фильм получился таким настоящим. 2 режиссера и 7 историй. Какую из них снял Степан Бурнашов, а какую Дмитрий Давыдов, еще предстоит разгадать зрителям. Хочу облегчить зрителям задачу. Первый фильм мы снимали вместе, а остальные 6 мы снимали по очереди. И вот уже, наверное, многим будет интересно угадать, какой из них мой, а какой из них фильмы Димы. Киноальманах по принципу чеховского ружья. Режиссеры целились в самое сердце и не промахнулись. Впереди очередные показы в Москве и выход в интернет-кинотеатры. Феноменальное якутское кино вновь удивило. Теперь же кинокритики и зрители, затаив дыхание, ожидают новых проектов от Бурнашова и Давыдова. Мне на самом деле этот союз интересен еще и тем, что мы же очень давно все ждем якутского сериала, потому что все уже говорят о том, что якутское кино спасло всеобщее российское кино, а вот сериалы пока никто не спас. И как раз многофигурные композиции и огромное количество героев, несколько режиссеров — это то, что может быть зачином для создания многосерийной истории. Вот, поэтому интересно было. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Москва. И в завершении о спорте. Якутянин Артем Соколов прибыл в расположение футбольного клуба «Крылья Советов». В данный момент команда проводит сборы в Турции. Самарский клуб еще официально не объявил о переходе Соколова из подмосковных «Химок». Однако полузащитник уже был включен в заявку на товарищеский матч. В текущем сезоне 18-летний якутянин провел 12 матчей в российской премьер-лиге и отличился одной результативной передачей. «Крылья Советов» после 18 туров идут на 8-й строке, набрав 27 очков. Первую официальную игру за новую команду Соколов сможет провести 27 февраля. В этот день самарцы в рамках 19-го тура российской премьер-лиги в гостях сыграют с Ростовом. К этому часу это все новости. Хорошего дня.